Первый дом культуры открыли сегодня в предгорном селе Алкун. В торжественной церемонии приняли участие прибывший в Ингушетию министр культуры России Владимир Мединский, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, а также глава региона Юнусбек Евкуров. Объект располагает зрительным залом на 200 мест с большой сценической площадкой. Также в ДК разместится сельская библиотека. Планируется закупка кинооборудования для показа фильмов. Жиридат Хулхоева расскажет подробно. Дома культуры – это не пережиток советского прошлого, а напротив явление, которое сохранило свою актуальность наравне с театром или кино. Именно здесь организовывают досуг жители. С этим местом зачастую связаны самые значимые события жизни сельчан. Впервые оно появилось у жителей сельского поселения Алкун. Долгожданный соцобъект рассчитан на 200 мест и построен в рамках государственной программы развития культуры и туризма на 2013 и 2020 годы. Раяна Балаева старательно водит карандаш по полотну. Голубое небо над вершинами вековых башен. Красота горной Ингушетии. Вот уже 3 года, как она взяла в руки кисть, остается ее любимой темой для зарисовок. Этими пейзажами она радует преподавателей класса художественного мастерства в новом Доме культуры. Едва здесь объявили первый набор, она, не раздумывая, записалась. Раньше у нас не было Дома культуры. Мы в школе занимались шитьем, рисованием, рукоделием, всем этим. А потом его построили, и у нас стало больше возможностей. У нас стали кабинеты рисования, шитья. Я вот, например, занимаюсь рисованием. Здесь же свои умения развивают маленькие рукодельницы. Сделать из бисера цветок, бабочку или даже картину выложить для Амины Далиевой проще простого. Приобретенные еще в пришкольной мастерской умения сегодня подкрепляются новым помещением и большими возможностями для творческого развития. В Доме культуры можно шить, рисовать, делать разные вещи, примерно шить бисером. А Дом культуры наш очень красивый, светлый, большой. Еще год назад появление Дома культуры в сельском поселении Алкун казалось далеким будущим, но уже сегодня он одним своим видом радует глаз жителей села. Небольшой, но вместительный ДК распахнул двери для почетных гостей. Поздравить сельчан с новосельем приехали министр культуры России Владимир Мединский и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. В торжественной обстановке они дали старт культурному центру. Вместе с этим очагом загорелся и огонь культурного благополучия села, над которым трудились все, начиная от руководства республики и заканчивая строителями, возводившими здания. Выступая перед собравшимися, министр культуры России выразил уверенность в том, что это будет любимым местом для молодежи и старшего поколения Алкуна. По его словам, в Ингушетии запланировано строительство ряда объектов культурного развития, и федеральное ведомство готово оказать поддержку в этом направлении. В этом году мы планируем 8 домов культуры по Ингушетии новых построить, отреконструировать и открыть. Программа создания и воссоздания домов культуры в республике у нас уже идет с 2016 года. Новые заявки мы будем рассматривать вплоть до конца 2024-го. Я хотел бы особо поблагодарить Юнусбека Бамангириевича, потому что в лице руководителя республики мы имеем, наверное, одного из самых искренних, болеющих за дело и заинтересованных руководителей регионов в нашей стране, которых, я, честно говоря, не знаю, вот Юнусбеку просто невозможно отказать. Он так от всего сердца переживает за каждое село, за каждое поселение своей республики, за то, чем занимаются дети, как они проводят свободное время, чтобы ни один талантливый ребенок не оказался без присмотра, чтобы каждый смог научиться чему-то доброму и хорошему. Я уверен, что под таким руководством и вместе с талантливым, трудолюбивым, замечательным ингушским народом мы еще много хорошего в республике сделаем. Вот мы сейчас с главой республики поговорили. В ближайшее время мы вместе поставим здесь кинооборудование, чтобы можно было смотреть на большом экране полноценные художественные фильмы. Сегодня, если мы смотрим по Азинскому ущелью, у нас, если там, я ошибусь, в Галашках есть, в Бузычах есть Дом культуры, здесь уже Дом культуры мы открываем, в Алхастах есть, в Нестеровке есть. То есть полностью мы ущелье закрыли домами культуры. Это не только ущелье. Вообще, к концу 2022 года каждое село в республике будет таким хорошим, красивым домом культуры. Поэтому
Давайте мы министру поаплодируем, скажем ему огромное спасибо. Спасибо вам большое. И, буквально я хотел бы, чтобы слова министра они не остались просто словами. Буквально там на этой неделе мы деньги выделим. Мы сказали там пополам с министром поделим деньги на кинооборудование. Потом на этой неделе деньги будут, и уже директор Дома культуры я просил бы монтировать оборудование, сделать, чтобы мы в течение месяца здесь начали показывать фильмы, как это и должно быть. Я думаю, что у многих есть ностальгия по киноафише, особенно советского образца, когда знают, что в субботу или воскресенье вечером будут показывать какие-то фильмы. Давайте мы к этому вернемся, и определенная цензура должна быть к фильмам, но тем не менее давайте вернемся. Особенно мультфильмы. В Доме культуры созданы все необходимые условия для проведения культурно-массовых мероприятий, кружковых занятий для детей и обучению народным ремеслам. Обширная библиотека, студии вокала и хореографии. И, конечно, гордость ДК «Большой» актовый зал. С современным звуковым и световым оборудованием, обрамленная красным бархатом сцена. Где с концертной программой сегодня выступают приглашенные артисты ингушской эстрады. С надеждой на то, что очень скоро в Доме культуры появятся свои творческие коллективы, чтобы уже самим выезжать с ответными визитами. Большому новоселью в первую очередь рады старейшины села, ведь помимо того, что дети будут развивать здесь свои умения, Дом культуры обеспечит жителей и рабочими местами. Когда мы просили главу республики, чтобы у нас открылся Дом культуры, мы практически и особо и не верили, что у нас может быть такое, поскольку там, вы знаете, что сельское поселение малочисленно, людей немного, поэтому мы как бы с осторожностью высказывали свои просьбы, но мы были удивлены, что буквально в тот же год, когда мы обратились, были начаты работы по возведению вот этого Дома культуры. Конечно, мы безмерно рады, что культура вообще-то это стержень государства, это стержень нации. А Дом культуры это очаг сельской жизни. У нас не было таких возможностей, чтобы и наши подрастающие детишки занимались различными видами кружковой работы. И, в общем-то, это место общения, это место развития культуры. Поэтому мы чрезмерно рады, благодарны, что у нас появилась такая возможность. Это прекрасный Дом культуры. الحياة ديك بول أقولك لهذه الحياة شو بول هذه ناها دريق هذه على متك بول بالمتك ناها ويوت вообще بول مي возможность мучи сага для рясхал الحياة تقدي هاشين الحياة تاشين أو طاي كاشان أياغ ستيبان كرجو كش قبل قدر بول خبري وش молодежь бирж тан заниматься дел мероприятия шам худмедица ряс хлер хаитач талса адолт ликолтят школы яй як дик школы яй хаита тан жадик холбо чучуна بوغ بحبي بوغ تنسجا بوغ شغل مريس. جاي أنا أول تشتت دان قطاش سودير ديكيرا خوزيرا إجرا شكولي شيء جتر ديكيتر نويريا جتر بارغت خيط وعن خيط يا أول بيرجد زين بيرجد كروجوك إلى قير إلى تنسوان إلى متجش حي لقي عن خيط وحي لقي لا يدني تشوك مي وبريدل 10 до 15 я тоху геан хэту то рабочие места хорошо это тоже не баркала лоусун узбекский бог что это лоусун они алсидик я гарши долгам дигдат. В честь открытия ДК провели экологическую акцию. Почетные гости посадили во дворе Дома культуры именные березки. За последние 3 года количество возведенных досуговых центров увеличилось вдвое. За этот период в новых домах культуры проведено около 500 мероприятий и обслужено более 36 тысяч зрителей. Сегодня к ним прибавилось еще 200, которые надеются, что талантливые и творческие коллективы Дома культуры Алкуна займут свое место в сохранении и популяризации национальной культуры и искусства нашего народа. Раида Хулухоева, Магомед Даскиев, Новости 24.